Вид на территории бывшего завода «Редуктор» со стороны переулка Северный. А переулок Северный уходит далее за улицу Удмуртская. Ехали на территории бывшего завода со стороны улицы Удмуртская. Плана движения по территории нет, да и солнце светит прямо в глаза. Поэтому будем приезжать эту территорию хаотично, как получится. Со стороны Кирова видны два съезда-заезда на территорию. 11 часов 28. Впереди красно-коричневое здание, бывшее профессиональное техническое училище номер 20, кузница рабочих кадров редукторного завода имени Ленина. Сейчас в этом здании размещаются офисы, небольшой магазин и различные студии, а памятник Ленину по-прежнему стоит лицом к улице Кирова. О принадлежности других зданий можно узнать по их вывескам и баннерам. Людей почти не видать, а стоянки полностью забиты автомобилями. Похоже, самими работниками этих же офисов. Эта улочка вывела нас на улицу Коммунаров. Продолжаем движение с того же места, но по другому маршруту. Точно не могу сказать, акционерное общество «Редуктор» или группа предприятий «Редуктор» построили на своей площадке различные торговые здания и сдают их в аренду. О стоимости площадей можно узнать на их сайте или тут же на территории в их офисе. По-современному очень удобная торговая площадка. И хотя автомобилей здесь бывает много, всегда можно найти место для стоянки. Сегодня рабочий день, поэтому стоянки вокруг центров пусты. По одной из них мы сейчас вот двигаемся.
Кроме новых торговых центров, сдаются в аренду и старые заводские здания. Это очередной выезд на улицу Удмуртская. Часов 33 минуты. А здесь идет строительство очередного торгового здания. Очередной сугроб невывезенного снега. Часов 35 минут.
По-моему, возле этого здания когда-то стояла высоченная кирпичная труба, которая была видна со многих мест города. Возможно, это бывшая заводская котельня. Не знаю. Об этом могут рассказать только работники, работавшие на этом заводе. По-моему, труба стояла прямо вот на этом месте. Бывшие производственные цеха, плохо подходящие под торговые офисы, арендованы под склады.
Ранее эта сторона завода сдавалась в аренду под открытый рынок запчастей автомобилей. Сейчас этого рынка нет, но бывшие цеха арендуются различными организациями, занимающимися ремонтом и обслуживанием автомобилей. Вот еще один въезд-выезд с территории. И тут горы снега. Выезжаем еще на одну улочку возле новостройки. Здесь, по-видимому, арендуются склады с проходной на территорию. Выезжаем на знакомую нам улочку. 12 часов 4 минуты. В этом кирпичном здании с многочисленными окнами, наверное, находилась администрация редукторного завода. Ну, а это новый офис групп предприятий «Редуктор» и акционерного общества «Редуктор». Подъедем поближе к этому трехэтажному кирпичному зданию. Вновь проезжаем вдоль улицы Коммунаров. Прямо за перекрестком здание Федеральной налоговой службы. Рядом жилищный комплекс Онежский дворик. Говорят, раньше в этом здании даже была вечерняя средняя школа для работающей молодежи. Сейчас, судя по кондиционерам вторых этажей, можно судить, что там располагаются многочисленные офисы.
вновь пересекаем знакомую улочку. В этот закоулок я еще не заезжал. Кроме офисных, торговых и складских помещений, на территории располагаются еще и физкультурно-оздоровительные комплексы. Есть сауны и прочее. Где они расположены, я не в курсе. Нарисовать схему, что где находится на данном объекте, невозможно, так как арендуемое помещение постоянно меняет свое название и назначение. А вот и объявление: Росгосстрах съехал. Тупик. Меняю маршрут. Поеду на очередную пропущенную улочку. Эта стройка в центре территории является как бы ориентиром. Зауженная проезжая часть создает заторы для автомобилей. В синем здании напротив снизу выходят вентиляционные трубы. Возможно, там находится какое-то производство. Это, я предполагаю, дополнительный вход в торговые залы. Это офисный центр ПАО ГП «Редуктор» со двора. В здании располагаются многочисленные офисы, не имеющие никакого отношения к заводу «Редуктор». Есть тут и торгово-промышленные компании, и туристические агентства, и правком завода, и даже сауна, и прочее. Развернулся и еду по этой же улочке в обратном направлении от офиса.
Прямо тупиковая улица, судя по трубам, какое-то там производство. Так же, как и вот в этом сине-белом здании. По этой улочке проходят задние фасады торгово-офисных зданий. Это очередной въезд-выезд на улицу Коммунаров. Как я ранее говорил, одной рукой я управляю автомобилем, а второй стараюсь снять качественно обстановку. Очень уж что-то высокими сделаны лежачие полицейские. Сейчас проеду по последней пропущенной мною улочке, спускаясь к улице Удмуртской. Часов 22 минуты. Здесь находились летние торговые павильоны.
Вот и закончилась поездка по бывшей территории завода «Редуктор», ныне торговому центру «Флагман». Выезжаю на улицу Удмуртская.